И мы на волне 101,3 FM, радио Россия Ингушетия. Итак, давайте перейдем к нашей основной теме для обсуждения. История развивается, как говорится, по спирали. И вот на очередном ее витке Минфин России и Федеральное казначейство воссоздают нормативно-правовые основания для централизации бухгалтерского учета в бюджетной сфере. Обсудить грядущие новшества мы решили с Фатимой Богатыревой на данном этапе. Это не просто бухгалтер со стажем в 10 лет управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Как известно, приказ Федерального казначейства от 2 апреля 2020 года о подтверждении особенностей ведения централизованного бухгалтерского учета говорит о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств. Так, 414 территориальных органов и 120 казенных учреждений передадут ФК территориальных органов, ФК полномочия по ведению бухгалтерии. Итак, Фатима, добрый день. Здравствуйте. Фатима Мухарбековна, какие глобальные задачи проекта по централизации бухгалтерского учета и отчетности и задачи на ближайшую перспективу вы видите? В первую очередь хочется верить, что задача централизации – это не сократить численность специалистов, а освободить их от каждодневной рутины. Это процесс достаточно трудоемкий, требует огромных затрат и сил, и кадров, и средств. Но в конечном итоге может быть отражением общего подхода. Это единый бюджет, единая касса, единая бухгалтерия. Даже если углубиться в недавнюю историю, давайте вспомним, что сеть централизованных бухгалтерий была хорошо известна в СССР. Централизованная бухгалтерия, как правило, обслуживала школы, дошкольные учреждения, социальные учреждения и некоторые учреждения здравоохранения, расположенные в пределах одного города или района. Хозяйственные операции таких учреждений были типовыми, однотипными, и бухгалтерские операции были стандартными. А сейчас что изменилось? В конце 90-х годов прошлого века ситуация резко меняется, и финансово-хозяйственная деятельность учреждений уже стала более разнообразной. И руководители самостоятельно принимали разные управленческие решения, и в результате совершаемые хозяйственные операции перестали быть типовыми. И на данном этапе важнейшей задачей, мне кажется, это повышение прозрачности процедур бухгалтерского учета. Это антикоррупционная составляющая, мне кажется, будет более чистое такое видение бухгалтерии будет. Это известная тема, ее актуальность связана с необходимостью повышения прозрачности всей финансовой и бюджетной сферы. А что это означает? То есть это может означать то, что многие квалифицированные специалисты потеряют свои места? Но я сама бухгалтер со стажем уже более 10 лет, и, безусловно, и мне понятно беспокойство коллег, и мое беспокойство, ведь мы можем лишиться рабочего места, а накопленный за долгие годы опыт может оказаться невостребованным. Но давайте подумаем вместе, ведь в случае передачи учреждениям полномочий по бухучету в централизованную бухгалтерию руководитель останется перед выбором. Это либо приобретать специальные знания самому и вникать во все изменения законодательства, или же во всем ему придется довериться специалистам централизованной бухгалтерии. А бухучет – это дело не для совмещения или попутного изучения. Я думаю, это понимают все. И вряд ли руководитель решится разобраться в хитросплетениях законодательства. У него и других дел хватает, помимо бухгалтерии. И довериться чужому бухгалтеру тоже решение некомфортное. И какие есть предположения, точнее? Здесь мне видится третий, наиболее оптимальный вариант. Руководитель может организовать учреждение управленческий учет и поручить его ведение своему же главному бухгалтеру. Так, финансовое состояние учреждения теперь во многом зависит от данных бухгалтерской отчетности. То есть руководителю необходимо трезво и обдуманно подходить к подписанию форм отчетности. И желательно проверить основные показатели отчетности, подготовленные специалистами централизованной бухгалтерии, до ее подписания. И при этом необходимо потребовать корректировку, если она требуется, отдельных показателей. Таким образом, при правильной организации управленческого учета опытному бухгалтеру будет куда применить свои знания, свой опыт. И вот тут-то и встает вопрос о необходимости профессионала в учреждении. Поэтому, я думаю, унывать не стоит, и бухгалтер будет необходим. А есть какой-то определенный срок, за который должна быть проделана эта работа?
Да, как говорит Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства, 2021 год будет последним, завершающим этапом перевода по другим министерствам и ведомствам, а общие итоги уже будут подводить в 2022 году. Так и ФАС России и наше управление начнет свой тернистый путь с января 2021 года. Но мы уже начали работу вести. Мы карту контроля полностью заполнили, предоставленную казначейством, и провели анализ бухгалтерского учета нашего управления. И все данные по нашей бухгалтерии у казначейства уже имеются. Угу. Фатима Мухарбековна, у нас с вами такой официальный разговор на такую официальную тему. Давайте немножко поговорим о вашей истории. Мне хотелось бы узнать, вот что такого вы нашли в своей профессии, что вы аж 10 лет смогли отдать своей работе. Это же надо настолько ее любить. Вот расскажите нам подробно, как вы туда пошли, как вы выбрали свою профессию и что вы в ней такого любите. Но профессию я, наверное, выбрала потому, что я любитель считать. Угу. Мне это очень легко дается. Считать или любитель денег — это разные все-таки. Нет, не обязательно денег, подсчета. Вот мне сам процесс подсчета мне доставляет удовольствие, когда решение каких-то формул, когда мне это дается легко, и когда у меня все получается, я действительно получаю удовольствие от этого. Угу. Ну вот я, например, не любитель подсчета. Я больше... Вы, наверное, склонны к гуманитарным наукам. Да. Я, как говорится, гуманитарий, математику никогда не любила. Я прагматик по натуре. Я люблю все пересчитывать, просчитывать. И поэтому, точность, это, наверное, моя сфера. Очень здорово. Знаете, вот у нас есть очень много, я бы сказала, молодых людей, которые хотят тоже как-то пойти по этой сфере. Что вы можете, какие у вас рекомендации вот так вот будут им? Ну, наверное, тот человек, который идет туда, ему надо знать, что ему нужно быть пунктуальным, более как забыла я это слово, четко, ему нужно быть ответственным, потому что это такое дело, которое требует четкости, правильности и каким-то таким, его не завуалировать какими-то такими, не знаю даже, как правильно подобрать слова. То есть там нужен такой четкий человек, который будет ответственно подходить и будет там сроки всегда везде указаны, для всего есть сроки, и ему надо самодисциплинированный должен быть. Так, знаете, у меня такой интересный вопрос. Вы непосредственно контактируете с вашим директором, да? Наверняка. Вы можете как-то по выражению лица понять, что у него нет настроения, например? Да, могу. Так, просто по выражению лица. Ну, не только по выражению лица, а в общем по его мимике, по каким-то движениям, по разговорной речи. Вот у вас было такое, что вот вы пришли в свою в сферу работы, в первое время бывает такое, что работа может тяжело даваться, какие-то сложности возникать? Были очень большие сложности, я себя ощущала таким котенком, которого бросили в воду и которому надо было выплывать как хочешь. То есть в тот момент, когда я пришла именно в это ведомство, в бухгалтерию, там немножко, не совсем налажено было все. И меня поставили перед выбором, вот либо работай и разбирайся как хочешь, либо не работай. И пришлось для того, чтобы работать, это было уже для себя доказать себе, что я могу, что я умею. И вот так вот года 2 я плакала, наверное, по ночам. Не только по ночам, и в кабинете иногда рыдала, что-то у меня не получалось, что-то по срокам тяжело было подогнать, но я заставилась. И у вас бывало такое, что вы хотели кинуть все бумаги и сказать: все, нет, мне это уже надоело, и уйти? Были пару раз такие моменты, но я себя переборола, я свою эмоциональность убрала на задний план и поняла, что так делать нельзя, что я буду после этого себя, наверное, не буду уважать, если я сейчас на полпути это все брошу и уйду. Ну да, это хорошее такое решение. А вот на сегодняшний день, спустя более 10 лет, как вы уже говорили, да, какие сложности возникают у вас на пути сегодня?
Постоянно меняющееся законодательство. То есть постоянно надо отслеживать, чтобы у тебя все было правильно, чтобы какая-либо ревизия, если придет, и тебя не тыкнут, а вот это не так сделано. Ты должен постоянно быть в курсе всех обновлений, все то, что меняется в законодательстве. Постоянно все отслеживать надо. А вот если моментом случайно упустить это? Но незнание не освобождает от ответственности. Ну да, тоже вот знаменитая фраза, так сказать. А что ж, Поэтому, да вы знаете, у нас взаимопомощь такая между коллегами очень большая. Если кто-то там новую информацию какую-то узнает, сейчас-то в век этих мессенджеров Да. все это легче намного. То есть сбрасывается в группу информация, что вот там изменилось, тут изменилось, и такая взаимовыручка у нас идет. То есть можно рассчитывать на свой коллектив, не только на себя. Да. В этом плане мне повезло. Так, ну и, наверное, напоследок, что вы можете пожелать нашим радиослушателям? Не останавливаться, если вас что-то смущает, вам что-то кажется тяжелым, надо двигаться дальше. Через тернии путь к звездам, как говорится. Итак, большое спасибо вам за информацию, спасибо, что нашли время к нам приехать. И вам спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что у нас в гостях была Фатима Богатырева, помощника руководителя ингушского УФАС. Еще раз большое спасибо и до свидания. Всего доброго.